привет! Это Киноалания. Сегодня по традиции знакомим вас с новинками этой недели. Готовы поностальгировать? Главные плохие парни нашего детства Майк Ловри и Маркус Бернетт возвращаются на большие экраны. Третья часть «Плохих парней» выходит в кино спустя 17 лет после выхода второй. За это время парочка копов не потеряла ни капли своего обаяния. Поклонникам точно нужно это видеть. За прошедшие годы в жизни наших героев многое изменилось. И если Майк готов продолжать устраивать лихие перестрелки и сажать преступников, то заметно располневший Маркус уже собирается на заслуженный отдых, тем более, что недавно у него родился внук. Вот только просто так ему не уйти. За Майком начинает охоту вдова наркобарона, которая сбежала из тюрьмы. Плохим парням приходится вновь объединиться и забыть о старых обидах. В последний раз? В последний раз. В третьей части к своим звездным ролям возвращаются Уилл Смит и Мартин Лоуренс. Химия между этими двумя актерами с годами не исчезла. Они продолжают веселиться и шутить напропалую. В новой части к парочке неугомонных копов представляют еще и команду молодых спецов с кучей современных примочек. И поверьте, эти юнцы каши не портят. Не надо! Никогда! Никогда больше так не делайте. Еще один возвращенец – Джерри Брукхаймер. Он продюсирует третью часть, ровно как и две предыдущие. Из старичков не вернулся лишь Майкл Бэй, который снимал первые два фильма. Но в третьей части у Бэя есть крошечная роль. Если будете внимательны, вы ее точно не пропустите. Ну а снимали новых плохих парней двое молодых бельгийских режиссеров – Адиль Эль-Арби и Билал Фалла. Начинающим постановщикам действительно удалось вдохнуть жизнь в, казалось бы, уже забытую франшизу. Чем круты плохие парни навсегда? Во-первых, здесь даже без Майкла Бэя есть куча крутых перестрелок и погонь. Во-вторых, в отличие от предыдущих частей, здесь наконец есть интересная история. Ну и в-третьих, здесь есть убойный юмор, источником которого в основном становится Мартин Лоуренс. Это машина жены! Следи за входом! Мне конец, она меня прикончит! Итак, что у нас на выходе? «Плохие парни навсегда» не самое ожидаемое продолжение, которое получилось действительно крутым. Олдскульный полицейский боевик, каких давненько не было. Динамичный, эмоциональный и смешной фильм, который точно не даст вам скучать ни минуты. А еще в кино стартует мультфильм, драмы, комедия, ужастик. Сейчас обо всем будем говорить подробнее. В кино стартует комедия «Марафон желаний». У Марины из Воронежа есть простая мечта выйти замуж за любимого и построить семью. Вот только у нее вечно все не клеится. И вот Марина решает отправиться в Ханты-Мансийск на форум «Марафон желаний», который должен помочь ей обрести счастье. Во время пересадки в Петербурге она встречает молодого повара Сашу, и эта встреча меняет все. Кстати, в роли Саши сын Дмитрия Нагиева Кирилл. В кино также показывают ужастик «Под водой». Группа ученых проводит исследования на глубине в 13 километров. Там им предстоит провести месяц в полной изоляции. Но неожиданное происшествие ломает все планы. Пробурив дно океана, исследователи разбудили неких таинственных существ. И теперь группе нужно спастись как можно быстрее, пока вода разрушает лабораторию, а за ними охотятся жуткие твари. А еще в кино идет драма «Шахматист». Юный шахматный гений Фахим вместе с отцом вынужденно покидает родной Бангладеш и находит убежище в Париже. Здесь мальчик знакомится с одним из лучших гроссмейстеров Франции, ворчливым Сильвианом. Неприязнь между ними перерастет в дружбу, которая подарит им новый смысл жизни и приведет как к обидным поражениям, так и к невероятным победам. В кино стартует и романтическая драма «Так близко к горизонту». Главные герои Дэнни и Джессика. Они молоды и влюблены. Они проводят вместе каждую секунду, однако любовь с первого взгляда не может длиться вечно, и на это есть серьезная причина. А еще в кино можно посмотреть семейный фильм «Расправь крылья». Подросток Тома навещает во время отдыха своего отца, чудаковатого орнитолога Кристиана. Разведение гусей в деревне и эксперименты отца наводят лишь тоску на парня. Однако все меняется, когда Тома решает спасти исчезающий вид диких гусей и отправляется в воодушевляющее путешествие. Ну и напоследок мультфильм «Барашек Шон. Фермагеддон». Очаровательная и озорная Лула терпит крушение неподалеку от фермы Шона. Ее инопланетные способности и проказы очаровывают Атару, и Шон решает помочь внеземному другу найти ее корабль. Но он не знает, что зловещее агентство по охоте на инопланетян уже идет по их следу.
Ну а сейчас коротко обо всех фильмах, которые продолжают идти на больших экранах. Кстати, полюбившийся всем «Холоп» все еще идет в кино. Сегодня мы начали с «Плохих парней». В Must See продолжаем рассказывать об убойных комедиях про копов. Выбрать фильм для этой категории сегодня было максимально просто. Мы решили вспомнить одну из самых любимых комедий детства – «Бриллиантовый полицейский». Большинство из вас, скорее всего, его и так уже смотрели, но пересмотреть лишним не будет. Главный герой фильма – вор, укравший огромный бриллиант. Вот только смыться он не успевал, поэтому решил спрятать камень в строящемся здании. Спустя несколько лет наш герой выходит из тюрьмы и направляется к месту, где спрятан бриллиант, но вот незадача – строящееся здание превратилось в полицейский участок. Теперь нашему вору в срочном порядке придется переквалифицироваться из вора в полицейского. Своим безумным обаянием бриллиантовый полицейский обязан одному единственному человеку – Мартину Лоуренсу. Именно он сыграл в фильме главную роль. Его герой Майлз безумно обаятельный и невозможно смешной. Именно поэтому практически каждый зритель весь фильм болеет за воришку и хочет, чтобы он все-таки добрался до своего камня. Будьте осторожны, пицца очень горячая. Главное, чтобы никто не обжегся. Я принес вам пиццу. Пицца для вас. Вот так работает у нас. О, гляньте, гляньте, гляньте. Вау, 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 вау. «Бриллиантовый полицейский» вышел в далеком 99 году и уже тогда влюбил в себя миллионы людей. Его не устают пересматривать и сейчас. Шутки заставляют хохотать до сих пор. Ну а на мелкие недостатки обращать внимание совсем не хочется. Итого у нас веселая история, крутой актерский состав, нелепые ситуации, в которые попадают герои, ну и, конечно, убийственно смешные диалоги. Яркий, смешной и позитивный комедийный боевик, который идеально подойдет для того, чтобы скоротать вечер. Ну а у нас на этом все. Смотрите хорошие фильмы и увидимся в кино.